Клещи проснулись, они могут жить в прошлогодних деревьях, кустарниках, не обязательно в лесу. Все чаще поджимают в городах, например, на аллейках. Но одно остается неизменным – на теле человека выбирать самые укромные места. Ушные раковины, шея, ключицы, спина и руки. Опасное насекомое долго выбирает для себя нужный участок на теле, а уже потом пускает слюну. Именно благодаря присутствию обезболивающего вещества в слюне укус его бывает безболезненным, но заразным. Клещ является переносчиком опасных для человека инфекций. Самой распространенной из них является крымская геморрагическая лихорадка. Если жители республики выходят куда-то на природу, на отдых, обязательно нужно соблюдать меры профилактики. Это прежде всего одежда, которую они одевают. Желательно, чтобы она была светлых тонов, потому что на темных вещах клещи они могут быть не замечены, а когда светлая одежда, они более видны на этом. Клещ, прежде чем присосаться, он может в течение 3-4 часов искать на теле место, где бы ему присосаться. Всем любителям проводить время в парках или же на природе следует быть особенно бдительными и осторожными. При укусе вытаскивать насекомое самостоятельно не рекомендуется. Медики советуют сразу же обратиться в больницу. Мы вот за этим укусанным следим в течение 2 недель. Если клещ был зараженный, то инкубационный период до 14 дней, но в основном это 3-7 дней. И мы даем предписания, это лечебные организации по месту жительства, которые будут наблюдать в течение 14 дней утром, вечером с обязательной замерой температуры. По статистике смертности наша республика стоит на первом месте среди регионов ЮФО и СКФО. В Ингушетии с 2004 года по 2008 зарегистрировано 8 случаев заражения, из которых 5 летальных. Соблюдает все меры защиты Элина Аушева, девушка-любитель игр на свежем воздухе. Каждый год летом, где-то в середине, мы с группой выезжаем в горы. И, естественно, меры предосторожности, я имею в виду против клещей, мы соблюдаем, чтобы открытых участков кожи как таковых не было. Однако есть и те, кто надеется на свой оптимизм и профессионализм наших медиков. Я не боюсь укуса клещей. Почему? Потому что у меня не срабатывает инстинкт самосохранения. Я даже не думаю об этом. Но если клещ даже укусит меня, я поеду в больницу и вылечусь. Я надеюсь на это. Заболеть крымской геморрагической лихорадкой животные не могут. Но есть другая угроза. Поразить крупнорогатый скот способны клещи рода гиалома. Членистоногие находят свою жертву, питаются кровью и наносят ущерб, распространяя через укусы инфекционные болезни. Первые признаки – это у нее повышается температура, животное угнетено, отказывается от корма. И если врач, естественно, ставит диагноз и проводит, соответственно, лечение. Это, конечно, и стоматическое лечение, это антибиотики, капельницы ставят, дают внутрь соль или там другие препараты, чимерица или молочную кислоту, чтобы желудок у него заработал. В общем, клещи опасны и для детей, и для животных. В этом году в республике будет организовано 39 летних школьных лагерей. На территориях этих учебных заведений в целях защиты от крымской геморрагической лихорадки проведут акарицидные обработки за 2 недели до заезда детей. Такие же меры предпримут и в местах общественного скопления в республике. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.